21 чэрвеня адбыўся розыгрыш 12-го тыража латарэі «Брэсцкая крэпасць-герой». Сума прызавога фонду амаль 90 тысяч рублёў з галоўным прызам у 10 тысяч. Пры гэтым усе, хто купіў білет, не толькі выпрабавалі поспех, але і паўдзельнічалі ў высакароднай справе. Давайте развеем миф, что с государством мы не играем в азартные игры. Во-первых, это не азартная игра, это участие добровольное в социальном проекте. А социальный проект – это те цели, на которые направляются средства от реализации данных лотерей. Частка выручкі з 12-го тыражу, розыгрыш якога адбыўся напярэдадні Дня ўсенароднай памяці і смутку, будуць накіраваныя на падтрымку мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» і на сацыяльныя патрэбы горада. А гэта больш за 50 тысяч рублёў. Жыхары Брэста і вобласці, у сваю чаргу, высакародную мэту латарэі актыўна падтрымліваюць. Позиционируем в большей степени не столько выигрыш и победу, сколько благодатные мероприятия, которые заложены в эту лотерею. Ну, будем участвовать и поддерживать дальше белорусскую лотерею в этом направлении. Мы, как жители нашего города Бреста, видим, как наш город преображается, и отрадно, что мы также принимаем в этом активное участие, покупая лотерейные билеты. И сейчас мы готовимся к празднику, тысячелетию нашего города, и то, что от этого розыгрыша средства пойдут на благоустройство нашего города, это очень хорошо. Распрацаваны сумесна з брэсцкім аблвыканкамам новы тыраж, прысвечаны тысячагоддзю горада з галоўным прызам аднапакаёвай кватэрай у Брэсце. Пры гэтым выйгрышным з'яўляецца кожны трэці билет. Дело в том, что лотерейная деятельность на территории Республики Беларусь и, в частности, выплата выигрышей гарантирована законодательством, указом президента Республики Беларусь, который гласит о том, что не менее 50% денег, собранных от продажи лотерейных билетов, передается в качестве призов участникам лотерей. Сума ўсяго прызавога фонду наступнага тыражу яшчэ невядомая, але разам з ёй колькасць новых удзельнікаў пастаянна расце. Максим Жешка, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».